прошла первая часть стратегической сессии, где приняли участие более 100 ученых и специалистов Академии наук Республики Саха-Якутия, Института Российской Академии Наук и ее отделений Сибирского отделения Российской Академии Наук, высших учебных заведений Северо-Восточного федерального университета имени Максима Хировича Амосова, Практического государственного. И вот холод вообще считают многие за рубежом, это тихо убийца. Потому что под здесь и очень много работы сделано, что холод при длительном действии сокращает жизнь человека. Это первое. Второе. Вот на примере, можно сказать, Якутии, у нас в 670 году нашей эры наши предки жили 35 лет. А потом в 1400 году жили 50 лет. Вот сейчас стали жить в связи улучшения условий труда и в смысле жизни, защиты от холода, стали жить где 65-70 лет. И второе, холод действует на суставы, разрушается суставы. Это тоже доказывается. И третье, самое интересное, это под действием холода, именно не замерзающее действие холода, длительное действие холода, при длительном действии люди погибают от сердечно-сосудистых заболеваний, от инфаркта, от инсульта. И в последнее время при длительном действии холода бывает психическое расстройство. Поэтому у нас в Якутии вот очень много психических больных. Но я хотел еще сказать, что вот у нас в Якутии занимается изучением холода и на действие машины, на здания, на вечные мерзлоты. Вот у нас ни одного института, лаборатории нет, которые изучают действие холода на организм человека и на животных. Я пытаюсь давно добиваться на этом, но это, к сожалению, ничего не получается. Вот я хочу, чтобы на этом именно приняли, чтобы изучить действие холода на организм человека. И последнее, у нас очень много отморожений, хотя при общих замерзаний. Мы нашли много способов лечения, но они не внедрены. Единственный холод, который можно использовать при консервации и так далее. Да? Самое интересное, когда люди погибают при действии холода минус 40 и ниже градусов, можно их оживить. Вот это положительное действие. И, конечно, можно закалить организм, туда-сюда. Получить при стрессовых кратком действии человек получает удовлетворение. И главное, наступает привыкание. И здравоохранения. Сегодняшний наш разговор будет о результатах работы стратегической сессии, рекомендациях по использованию холода как стратегического ресурса республики для обеспечения безопасности по основным направлениям социально-экономического развития региона. Разрешите? На мой взгляд, сессия, в которой мы участвуем, да, достаточно интересная, да, затрагивает очень большое количество проблем. И вот как мы услышали и в докладе Леонида Николаевича, и в обсуждении, да, там не только ограничивается с вопросами холод как резерв, но и как безопасность. И перспективы его использования. Я думаю, тут надо было немножко даже, можно было бы пошире смотреть. Это и изменение климата, и приспособление отдельных индивидов, людей, да, животных, и вообще технологий именно к определенному потеплению климата, которое наблюдается в настоящее время. Поэтому вопросы будут затронуты очень достаточно. Да. Думаю, что тут очень в обсуждении еще надо будет как-то пошире определиться источник финансирования дальнейших исследований, потому что это очень важно в настоящее время. Я надеюсь, что еще работа сессии не заканчивается, и поэтому мы обсудим еще и очень много интересных проблем и путей решения их. Добрый день, уважаемые участники пленарного заседания. От имени
главы Республики Саха-Якутия от имени руководства Республики Саха-Якутия приветствую вас на впервые организованной стратегической сессии Республики Саха-Якутия, посвященной исследованию в области использования холода как стратегического ресурса региона. Мы все мы знаем, что у нас в Якутии является одним из самых холодных мест на планете, где работают и живут наши люди. Мне кажется, что стратегическая сессия, которая сейчас проходит в эти дни в Якутии, самых различных участников заставила задумываться о необходимости действительно создания центра компетенций в области наук о низких температурах, или даже лучше сказать, наук и технологий в области низких температур. Именно комплексный подход позволит решить значительное количество задач физики, физической химии новых материалов, эффективное природопользование, вопросы экологии, биоразнообразия нашей страны, нашей планеты, связанность территории Российской Федерации. Поэтому мне кажется, то, что Академия наук Республики Саха-Якутия обратила внимание именно на вопросы холода, холодовых технологий, это очень интересное начинание, и будет очень здорово, если будет оказана поддержка этому начинанию, потому что создание центра компетенций в области наук о холоде – это объединение самых-самых различных отраслей и науки, и технологий, и нашей с вами жизни. Как сказал Георгий Николаевич, действительно, эта тема очень важная. Я хотел бы сегодня обратить внимание, во-первых, на то, что принят указ президента о национальных целях развития Российской Федерации до 30-го года с горизонтом 36-го года. Это принят 7 мая. На самом деле там все четко описано, и даже те цели, которые там прописаны, это сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, комфортная, безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая, динамическая, развитая экономика и технологическое лидерство. То есть практически все тезисы указа президента можно трактовать так, что, в принципе, дальнейшее развитие Российской Федерации невозможно без развития арктической зоны. Это касается не только Северного морского пути, как стратегического центра и пути развития логистики, но и части разведки, добычи, и практически прироста добавленной стоимости. Поэтому изучение холода, отдельно от такого экологии, изучение влияния на изменение климата, это все не пустые слова, это конкретные цифры, экономика, которая будет влиять на развитие нашей страны. Помимо этого и действует в стране у нас государственная программа научно-технического развития, там тоже есть отдельный блок, посвященный этому. Принята стратегия развития арктической зоны России до 1935 года. У нас в республике действует собственная подпрограмма развития науки, и, конечно, сегодня созданы практически все условия. Сегодня вспоминали и НОТ-Север. Надо сказать, что у нас работает Якутский научный центр, Академия наук, Северо-Восточный федеральный университет. Мы сейчас работаем над созданием Якутского кампуса мирового уровня, тоже открытый для того, чтобы диалога, какие глава нам поставил задачу, чтобы туда входили только передовые кафедры, сквозные технологии, которые смотрят в будущее и будут развивать нашу экономику. Здесь мы тоже открыты диалогу. Конечно, те рекомендации, которые сегодня до обеда и сегодня на сегодняшнем совещании доклады будут и в целом в эти дни, они, конечно, войдут в основу нашей программы развития научно-технического развития республики. Нам, наверное, пришла пора его переосмыслить. Вот с Галиной Николаевичем мы эту тему периодически обсуждаем. Действительно, мы подходим к тому, что наши программы КН-1, КН-2, конечно, нужно пересматривать подходы. И, конечно,
очень важна коллаборация, коллеги. Очень об этом я тоже с этой трибуны хочу сказать, что мы не должны сидеть в отдельных своих институтах, в отдельных своих кафедрах и задачах. Очень сильно надо развивать междисциплинарку, взаимодействие, потому что только в коллаборации, да, ресурсов, знаний, научных знаний и технологий, в принципе, и вообще таких ресурсов финансовых, мы можем достигать успеха. То есть это федеральный, региональный уровень, коллаборация с крупными корпорациями, да, взаимодействие, в том числе и с малыми техническими научными компаниями, которые у нас есть. Мы со своей стороны, со стороны республики, видим в этом четкий приоритет. Глава республики уделяет этому огромное внимание. Поэтому я призываю всех к открытому диалогу и готов к этому. Большое спасибо. Я в Якутии уже 4-й раз. И за эти годы Якутия очень сильно изменилась. Она стала лучше, краше, интереснее. И главное, она и была, и осталась, и будет не провинция, не край земли. Это базовая часть страны, которая дает нам источники, богатства и, по сути, новые технологии жизни в холоде. И один из аспектов, который мы здесь подчеркиваем, это аспект, связанный с безопасностью. Жизнь в столь строгих и жестких природных таких вот условиях, она требует особого отношения к человеку, к природе, к технике. И в связи с этим мы хотели бы предложить программу, которая обосновывает требования к безопасности жизни на Крайнем Севере. Требования, которые определяют, что необходимо, чтобы люди здесь могли себя чувствовать комфортно, чтобы они могли жить в соответствии с критериями, которые отвечают современности. И главное, чтобы культура, наука, этнос могли интенсивно развиваться вот в той среде, в которой они здесь есть. И одно из определяющих для этого условий – это риск-ориентированные технологии. Мы должны все, что пытаемся использовать на севере, оценивать с позиции риска. Представляет ли это угрозу для этноса, угрозу для природы, угрозу для человека. И во главу угла ставить не экономическую выгоду, а жизнь человека и природы. Тогда человек и природа создадут новые ресурсы, которые мы будем использовать, мы получим новую прибыль, новые условия для развития жизни. Поэтому, на мой взгляд, данная стратегическая сессия актуальна в том смысле, что она определяет стратегию, куда идти и что для этого нужно. И сессия акцентирует внимание на двух ключевых аспектах – холод и безопасность. Холод – это природный ресурс, безопасность – это рукотворный ресурс. Мы их обязаны восполнять, а значит вкладывать в это средство. Если мы будем вкладывать 1, 2, 3% от прибыли в то, что я подчеркнул, что возобновление вот этих ресурсов, мы потом получим десятки процентов прибыли. А чтобы знать, куда именно вкладывать, нам необходимо это обоснование безопасности. А критерием должен быть риск.
И в связи с этим данная стратегическая сессия объединяет холод, безопасность и риск в одно целое. И, по сути, на этой базе мы должны определить направление вложения средств, акцентированно, не по всем направлениям, а главные акценты, которые принесут максимально быстрый эффект. Вот на этом я, собственно, и хотел бы закончить свое интервью. С моей точки зрения, вот сегодня мы уже второй день обсуждаем эту тему, связанную с холодом и с техногенной безопасностью, особенно в арктических регионах. Тема, конечно, очень актуальная. И, безусловно, нужно развивать это направление, и нужно в этом направлении дальше двигаться, потому что, очевидно, сейчас Россия обратила внимание, да и весь мир обратил внимание на Арктику, Арктика развивается, и нужно в первую очередь обеспечивать безопасность, безусловно, и страны в арктических регионах, и в том числе, развивая Арктику, обеспечить безопасность людей, а также оборудование, которое будет там стоять. И здесь, собственно говоря, очень важную роль будет играть, и мы уже это понимаем, это совместные действия, совместные проекты, программы, которые могут реализовываться институтами и организациями Республики Саха-Якутия и, например, Институтом космических исследований, который является главным институтом в нашей стране по всем космическим исследованиям, потому что важно, мы из космоса видим все практически, но без наземных исследований, без поддержки с Земли мы не сможем построить ни полноценную картину моделей, которые, например, ионосферы могут быть высокоширотных, не сможем, собственно говоря, очень правильно и грамотно мониторить и получать объективную информацию о состоянии природных наземных экосистем. И это, конечно, очень важное направление, и я надеюсь, что здесь и мы, люди, которые с космосом работают, из космоса работают, и для космических исследований, и наши коллеги, которые работают на Земле в Якутии, у нас есть много точек соприкосновения, много новых проектов, которые могли бы реализовать. Евгений Колганов, руководитель межрегионального проектного офиса научно-образовательного центра мирового уровня «Север. Территория устойчивого развития». Вот с вашей точки, с вашего направления, какие основные вопросы будут озвучены в предложении? Прежде всего, учитывая, что мы занимаемся именно прикладными внедрениями технологий непосредственно по данной тематике, конечно же, большое количество идей было возложено в резолюцию с точки зрения реализации проектов, которые актуальны для индустриальных партнеров. Сессия имеет название «Холод как ресурс», и этот ресурс действительно можно использовать, внедрять и применять, повышать эффективность, продуктивность тех или иных производств и тех или иных компаний. Например? Например, с точки зрения применения таких криофильных, назовем так, технологий, прямо сейчас происходит очистка судна «Днепр», что находится в поселке Тикси, Булунский район, с помощью бактерий нефтесорбентов криофильных, которые были разработаны Институтом проблем нефти и газа. Работа ведется резидентом НОЦ ООО «Газпассервис», и глава приезжал буквально вчера, видел эту площадку. Мы планируем закончить работы по реализации данного проекта до 1 сентября. Использование холода как ресурса позволяет нам максимально качественно, несмотря на внешние условия, завершить эту работу и не допустить экологической катастрофы. Потенциал достаточно высокий, потому что таких судов очень много в арктической зоне, даже если смотреть на зону чистой республики Саха-Якутия. Вот ваше личное мнение, может, о проблемах каких-нибудь в первую очередь еще что не решено? Как думаете, что важно из проблем? Что еще в задумках, может быть? Очень важно, чтобы проекты носили одновременно и прикладной, и фундаментальный характер. То есть необходимо сохранить баланс и гармонию. Таким образом, под прикладные задачи необходимо четко определить заказчика. Этим заказчиком может выступать либо какая-то производственная компания, индустриальный партнер, регион, либо необходимо вкладывать часть ресурсов в то, чтобы заглядывать в глубину, в какие-то далекое будущее и планировать те технологии, которые могут быть актуальными. Вот подобного рода мероприятия, стратегические сессии, форсайты, они как раз помогают немножко приоткрыть эту завесу тайны и посмотреть, ответить на вопросы, а что же будет актуально и что же нужно будет делать через несколько лет. И, наверное, полезно что-то
Да, вот. Безусловно. Самое главное – это человек в Арктике, человек на севере. И все технологии, которые внедряются, они как раз для того, чтобы сделать эту жизнь лучше, спокойнее и предсказуемее. Да, это холод, вечная мерзлота, это, конечно, это достояние богатства, таинства вот, всей нашей российской севера и нашей республики Саха-Якутия. Вообще по России где-то 60-70% всей вечной мерзлоты, которые есть в мире, это находится на российском севере. Конечно, это проблема холода. Вот, его проблемы всегда интересовали научные мысли, научное сообщество, и не только, и все человечество. От него зависит, конечно, изменение климата, потепление климата. В целом, все вот крупные изменения, которые происходят в мире, с этим связаны. Потому, конечно, мы должны его изучать всегда, постоянно возвращаться к этой теме. И сегодня в России в связи с развитием Арктической зоны Российской Федерации в этом плане ведется очень крупная, плановая, масштабная работа. Все программы приняты. И сегодня Якутия в определенной степени является как бы столицей Арктики во всех отношениях, научном, экономическом плане, географическом. Ну, я думаю, здесь нет спора в этом плане. И, конечно, многое зависит от того, что здесь происходит. И холод, конечно, холодом не надо бороться. Холод надо, вот именно вечную мерзлоту надо использовать ради своей выгоды, ради экономики республики. Ну и других целей это, в этом плане есть научные много соображений. И то, что Академия наук республики проводит впервые такую крупную конференцию, я думаю, не случайно. Много гостей приехали, ученых, специалистов. И на федеральном уровне много рассматривается. Я в свое время возглавлял в Сенате Совет по Арктике и Антарктике, и эту проблему хорошо знаю. И какой интерес сегодня огромный не только научного сообщества, но всего вот всей арктической зоны и во всем мире. Так что сегодня я думаю, что состоится очень серьезный, конструктивный разговор. В стратегии представлены скорректированный раздел «Роль науки и технологий в развитии Российской Федерации и определение ее положения в мире», в котором объективно отражены как преимущества, так и возможные риски нашего государства с учетом текущего геоэкономической ситуации. Высокий темп основания новых знаний и создания наукоемкой продукции на собственной технологической основе является ключевым фактором в обеспечении конкурентоспособности и безопасности. Однако в стратегии отражены и негативные факторы, как низкая восприимчивость экономики к технологическим инновациям, слабая связь науки и реального сектора экономики. Следующий слайд. В разделе 3 представлены большие вызовы и приоритеты в части ветеринарии и зоотехнии. Наиболее актуальными являются пункты, представленные на слайде. Большие вызовы для научно-технологического развития Российской Федерации. Потребность в обеспечении продовольственной независимости России, конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на мировых рынках, снижение риска ВПК на фоне глобального кризиса, приоритеты и перспективы развития, переход к высокопродуктивному, экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе, функциональных продуктов питания. Здесь следующий слайд. Я хотел бы сказать, сельское хозяйство Якутии – это уникальные вызовы и возможности.
Якутия со своими климатическими условиями представляет собой уникальный регион для ведения сельского хозяйства. Холодные зимы, вечная мерзлота и короткий вегетативный период создают серьезные вызовы для земледельцев. Однако эти условия открывают и необычные возможности для развития агропромышленного комплекса. Следующее. Холод как стратегический ресурс использования низких температур, хранение продуктов, разведение морозостойких пород, развитие новых технологий, энергетика. Следующее. Адаптация растениеводства к экстренным условиям. Это выбор морозостойких культур, применение специальных технологий, развитие вертикального земледелия. Следующее. Животноводство Якутии, разведение морозоустойчивых пород. Это якутская лошадь, якутская корова, якутская овца. Следующее. Инновационные технологии в сельском хозяйстве региона. Применение беспилотников, искусственный интеллект, биотехнологии и развитие вертикального земледелия. Следующее. Роль традиционных знаний коренных народов, знания о растениях, знания о животных, знания о климате и устойчивое земледелие. Следующее. Перспектива развития сельского хозяйства в Якутии, развитие перерабатывающих предприятий, экспорт сельскохозяйственной продукции, внедрение инновационных технологий и развитие агротуризма. Следующее. По Якутии в заключение, это Якутия модель устойчивого сельского хозяйства в экстремальных условиях. Это устойчивое развитие, сотрудничество, инновации. В продолжение следующее. Цель и основные задачи стратегии остались прежде и направлены на интеграцию науки, технологий, производства, поиск талантливой молодежи, эффективный менеджмент и использование передовых международных практик. Следующее. В сфере государственной практики в области научно-технологического развития представлены новые принципы. Появился такой пункт, как формирование института квалифицированного заказчика, принцип партнерства государства, промышленности, науки и высшего образования. Также переработаны и другие принципы. Создан акцент на поддержке фундаментальных научных исследований как инструмента долгосрочного развития страны. Исключены из принципа такие разделы, как адресная поддержка. Следующее. Ожидаемые результаты до 2030 года в новой редакции направлены на формирование системы управления в науке, технологии и предпринимательстве. Сделаны акценты на подготовке квалифицированных. Дне Мирового океана. С одной стороны, это новый источник энергии, с другой стороны, это проблема, парниковый газ, который интенсивно выходит в атмосферу и, в принципе, способен запустить положительную обратную связь с точки зрения повышения температуры на планете. Эффективное природопользование, и контроль карбонового цикла. Карбоновые полигоны у нас в стране уже созданы, но сейчас активно за рубежом развиваются технологии захвата и утилизации парниковых газов, называемые CCS-технологии. И здесь речь идет о создании целых фабрик, которые могли бы закачивать парниковые газы из атмосферы и хранить их в тех или иных условиях у нас в Земле. В частности, обсуждаются, насколько я знаю, в литературе вопросы использования условий вечной мерзлоты для хранения таких газов. Об этом тоже нужно думать. Это очень актуальная тематика. И здесь имеет прямое отношение к изменению климата, к тому, что волнует, в общем-то, все человечество. Конечно, связано с территорией Российской Федерации, исследование Арктики, и развитие транспортных систем. Вечная мерзлота, которая, с одной стороны, мешает строительству дорожных покрытий,
покрытий. С другой стороны, как мы видим, вечная мерзлота, она наоборот обеспечивает возможность строительства таких твердых покрытий, и в этой части нужно проводить комплексные исследования. Ну и заканчивая системой непрерывной подготовки кадров с учетом регионального аспекта, чтобы федеральные центры не работали как пылесосы, оттягивая лучшие кадры. И здесь я хочу упомянуть о проектах Российской академии наук, в том числе при определяющем вкладе корпуса профессоров Российской академии наук. Один из проектов, в котором Якутия уже участвует, это проект «Базовая школа Российской академии наук». Есть несколько школ, которые участвуют в этом проекте. С одной стороны, члены профессора Российской академии наук имеют возможность, выезжают в эти школы для чтения научно-популярных лекций, для организации проектной работы. С другой стороны, есть возможность повышения квалификации. Вот я призываю обратить внимание на то, что уже 4 ежегодных школы проводит президент Российской академии наук. В Троицке у нас проходит школа повышения квалификации учителей физики и астрономии на базе 9 научных институтов, где учителя могут повысить квалификацию, напрямую посмотреть, как работают ускорители заряженных частиц, что такое медицинская физика, каким образом синтезируются биосовместимые импланты для решения задачи персонализированной медицины и многие другие вещи. Троицкая школа физики и астрономии, в Нижнем Новгороде школа по химии и биологии, в Новосибирске школа по математике и информационным технологиям, и в Москве школа по русскому языку и литературе, и в целом по филологии и гуманитарным дисциплинам. Вот обратите внимание, что учителя школ имеют возможность принимать участие в этом проекте «Базовая школа РАН». И с нашей стороны мы, конечно, открыты к сотрудничеству и очень в нем заинтересованы. Большое спасибо, Дмитрий Николаевич, за приглашение. Коллеги, большое спасибо. И мы надеемся, что проект по холодовым технологиям состоится и будет всем